Друзья, всем привет! 2 месяца назад, летом где-то, мы с Сашей снимали видео, что хотим начать профессиональную карьеру бойца, да, и я сказал, что хочу ему помочь. И вот у нас уже сентябрь, сегодня 11 сентября, через неделю у нас бой в Москве, в среду уже вылетаем, поэтому я вот приехал в стадион, где Саша тренируется, бегает. Буду его снимать сейчас и немножко расскажу, как все это дело у нас будет происходить. Будем участвовать на турнире FFC Selection 3. Это в основном для дебютантов, да, для у кого нет профбоев, то есть у кого 0-0 стоит на рекорде. И соответственно без гонорара он будет. Наоборот, мы платим взнос за 3500 рублей платим за бой, за участие в турнире, а за победу или за поражение нам ничего не платят. Мы отсюда вылетаем в среду, билет купили в один конец за 15 с чем-то рублей. На обратный билет пока не купили, потому что планируем участвовать еще на втором турнире через неделю. Если первый турнир пройдет без травм, без ничего, все нормально пройдет, то будем участвовать на втором турнире, там же в Москве. Уже заявку подали, взнос оплатили, поэтому будем участвовать. Но второй турнир уже не профессиональный, там среди любителей, но для соревновательного опыта, да, он нужен. И там он пройдет как турнир. То есть не один бой будет, а сколько людей там заявится, столько и будет боев. А вот первый турнир, который пройдет через неделю, он будет уже как проф-турнир, один бой. У нас будет соперник из Дагестана. Мы хотели о нем, немножко хотели посмотреть в интернете, что за человек, но вообще никакой информации о нем нет. Тоже дебютант. Поэтому мы согласились на этот бой, поэтому уже афиша выставлена на официальном странице этой организации FFC, поэтому будем участвовать. Благодарим за помощь администрацию Верхоянского улуса, это наш родной улус, я оттуда родом, Саша оттуда родом. И они оказали посильную помощь. Она ушла в основном на покупку билетов. Мы находимся в стадионе Туймада. Это наш единственный большой стадион в городе. Он назван в честь долины Туймада, в котором стоит наш город Якутск. И многие наши жители этого города хотят, чтобы город переименовали на Туймада. Он у нас единственный, такой большой, есть поменьше у студентов. И все большие мероприятия, которые проводятся у нас в городе, проходят именно здесь. И люди тут бегают, в том числе и Саша. Я тоже раньше, когда был молодым, тоже здесь бегал. Че, холодно сегодня, да? Сегодня погода не самая лучшая. Для занятий на улице, да? Да. Уже все холодает, скоро уже холода придут, занятия на улице прекращаются. Вот мы застали Сашу за тренировкой. Расскажи, как проходят сборы, подготовка к следующему матчу. Сборы, не сборы, тренируемся как есть. Хорошо все идет своим путем, тренируемся, спаррингуем, стараюсь тренироваться 2 раза в день. Сейчас тренируемся в спортивном клубе Панчер. Как вы видите, вот есть. Что еще сказать? С кем тренируешься? Кто помогает? Да вот сейчас такой момент, что вообще у нас клуба нету своего, клуб распался, все ходим то там, то сям, ищем варианты, поэтому вообще открыт ко всем ребятам. Есть и ребята из клуба Белый Медведь, из клуба Уранхай, и
Вот некоторые ребята тоже из панчера есть. Ну вот, кто помогает, то и с теми и работаем. Сколько весов будешь гонять до 61 килограмм? Ну, сейчас уже понемногу начал сбрасывать. Я сам вешу 70 килограмм, 69 примерно вот так. Ну, не сразу, конечно, постепенно. Ну, у меня нормальный вес уходит, так как я всегда бился в весе 61 и чувствую этот вес. Вообще мой организм приспособлен к такому весу. Я считаю, что я идеальный боец для 61 килограмм. И как настрой, какие прогнозы? О противнике что можешь сказать о сопернике? Да, настрой хороший, иду на победу. А что еще делать, если ты вообще занимаешься этим? И вот представляю всегда моменты, когда только начинал, всегда вообще никакой базы у меня нету в боевых искусствах. Просто сам по себе, как фанат, как вообще, как сказать, человек, который полюбил этот спорт, просто начал заниматься, и сейчас у меня уже предстоит профессиональный бой, поэтому отношусь к этому серьезно. Хочу идти именно этим путем, настраиваясь на победу. А что касается соперника, знаю только то, что он из Дагестана. Не знаю, откуда конкретно, вообще не знаю, какого стиля он боец ли он или в стойке бьется. Вот. Информации особо нету, конечно, смотрел немножко, но особо не зацикливался. Считаю, что вообще нужно биться со всеми, неважно вообще какого он стиля, да, вообще не нужно искать легкие пути. Если соперник хороший, то и наоборот нужно принимать это с удовольствием, так как только с хорошими соперниками твой уровень будет возвышаться. Если ты хочешь выйти на высокий уровень, тебе нужно драться со всеми, победить всех, также и на высоком уровне победить всех. Все, Саша, желаем удачи. Тренируйся хорошо, да, уже финишная прямая у нас получается. Да, спасибо. Все, давай. Все. Друзья, вашему вниманию Руслан. Он помогает сейчас Саше тренироваться, готовится к предстоящему бою. Они оба выходцы из клуба «Белый медведь». Тренировались в свое время у именитого тренера Анатолия Панаева. Руслан, ну расскажи, как идет подготовка, что скажешь о Саше? Ну, подготовка так идет потихо, тренируемся, пытаемся вот именно свои фишки, заготовочки приготовить, секретные удары, секретные приемы и вот выходы из сложных ситуаций, позиций, ну, чтоб, да, примерно быть, да, на все случаи, на все варианты боя. Ну, соперник, скорее всего, вольник, наверное, если из Дагестана, да? Вот. Партер, наверное, хорошо сейчас отрабатываете. Да, вот именно этот момент учитываем, что будет соперник физически очень крепкий, и вот именно стараться будет перевести в партер, и именно вот защита от тейкдаунов и работа в партере уделяем внимание. Ну, спасибо тебе, Руслан, за помощь. Давайте тренируйтесь, не буду вам мешать. Все, давай. Вот так, ребята, мы выходим на финишную прямую. Спасибо всем, кто нам помогает. Спасибо клубу Панчер, да, за то, что предоставил нам вот такой прекрасный зал для тренировок. А также вот Руслану, который тоже помогает тренироваться, магазину Медведь ЕКТ, а также компания Сахагаз, администрации Верхоянского района. А также те, кто хотят нам помочь в этом нелегком деле, мы оставим реквизиты карты под видео. Так что всем спасибо за внимание, всем удачи. Ждите хороших новостей и пожелайте нам удачи.